Сальмесызбе. Меня зовут Влада Ермольчева, и давайте будем разбираться, почему русские дискриминировали казахов, а у казахов сформировалась травма от того, как к ним относился народ, колонизировавший их на собственной же земле. Хочу отметить, что видео предназначено для русской аудитории, и говорю я как человек, который хочет поделиться своим личным опытом, и может быть кому-то это будет полезно, так же, как и мне в свое время. Мы должны понять, что русская культура насаждалась многим колониям Российской империи, а потом и колониям Советского Союза. Говорить о влиянии колонизации на Казахстан можно бесконечно. Стирались огромнейшие пласты культуры, насильственно вытеснялся язык, а прошлые времена страшно вспоминать. Колониальная политика против казахов чудовищна. Чего стоит один ашаршылык? Ядерные испытания, уничтожение казахской интеллигенции. И весь список этих трагедий невозможно длинный и страшный. А теперь я дам список рекомендаций, что нужно делать русским, которые хотят избавить свое мышление от империализма. Первое. Уважайте травму казахов. Когда человек знает, что делала Россия в свое время, он будет злиться и будет максимально нетерпимо воспринимать любые высказывания, оправдывающие колонизаторов. Поэтому, когда мои старые высказывания выкладывали и люди злились на меня, я считала, что казахи имеют на это полное право. Второе. Поддерживайте казахский народ на пути деколонизации. Принимайте их чувства. Поддерживайте деколониальных активистов. Узнавайте и распространяйте историческую информацию. Учите государственный язык, изучайте казахскую культуру, но никогда не учите казахов, как бороться против колониальности. Они не нуждаются в советах. Третье. Читайте и смотрите минимальное количество российских СМИ, даже оппозиционных. Во многих из них до сих пор присутствует империализм и даже ксенофобия. Отказывайтесь и отдаляйтесь от российской повестки. Поддерживайте другие страны-колонии и их борьбу. Консолидация — это очень важно. Пятое. Изучайте историю Казахстана, которая, как говорит российская пропаганда, переписанная и необъективная. Это чистое вранье, и мы должны знать, как обошлась Российская империя, а потом и Советский Союз с нашей страной. А теперь давайте вспомним, дорогие русские, что вам говорили в детстве про казахов. Только честно. Что их надо бояться, что они при первой возможности пойдут убивать русских, что они необразованные, что у них какая-то не такая внешность. Это говорили наши русские родственники, родители, это говорили наши учителя. Это внушалось и устанавливалось нам в голову с детства. Ужасно, не так ли? А все это говорили нам советские люди, потому что они-то прекрасно помнят колонизацию и боятся взять за это ответственность. Я до сих пор в ужасе, что в 15 лет я была националисткой, писала об этом, и у меня до сих пор остается боль и чувство вины, поэтому я считаю своим долгом говорить на эту тему. Я множество раз извинялась перед казахами и надеюсь заслужить прощение. Повторюсь, что мой контент в поддержку деколонизации направлен в первую очередь на русскую часть населения. И я пытаюсь создать репрезентацию того, что даже если вы думали или говорили ужасные вещи про казахов, это можно отрефлексировать и перейти на сторону здравого смысла и на сторону добра.